В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. В России День строителей отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. С какими результатами свой профессиональный праздник встретят строители Якутии? Гость студии Юрий Махначевский, исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства и жилищной политики Министерства строительства Республики Саха-Якутия. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Разрешите для начала поздравить вас с профессиональным праздником. Что бы вы хотели пожелать коллегам по отрасли? Спасибо большое за поздравления, это очень приятно. Хочу сказать, что сегодня присутствовать здесь и поздравлять коллег — это большая честь. Хочу пожелать коллегам в этот прекрасный день достигать намеченных целей. Нам предстоит большая работа. Строители, в том числе, хочу поздравить строителей, архитекторов, инженеров, всех, кто прикладывает руку к созданию жилья и инженерной инфраструктуры, юристов, бухгалтеров, всех, кто связан со строительной отраслью. Поздравляю с этим праздником, желаю им успехов в работе, крепкого здоровья и радоваться, получается, этому дню. Как-то так. Сегодня комплексное развитие территории становится ключевым направлением в строительной отрасли. В чем суть этого подхода и почему особенно актуален он для Якутии? Механизм комплексного развития, он предполагает новый подход к развитию территорий, как само слово «комплексность» заключается в его названии. То есть мы определяем территории, и в соответствии с этим новым подходом мы предлагаем развитие территорий комплексно, включая мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, строительству жилья комфортного для граждан. Соответственно, предусматриваем в рамках данных проектов транспортную инфраструктуру, досуг, объекты коммерции и благоустройство территорий, в том числе для того, чтобы для удобства граждан. Так получается. Один из наиболее масштабных проектов в Якутии — это микрорайон Спортивный, в Якутске. Какие решения, реализованные спортивным, планируется использовать в других кварталах, например, города? Или, может, республики в целом? Микрорайон Спортивный — это наш крупнейший проект комплексного развития в настоящий момент. Его реализует акционерное общество «Спецзастройщик Республиканское ипотечное агентство». Оно является дочерним предприятием Республики Саха-Якутия. В рамках данного проекта мы начали с формирования, конечно же, мастер-плана территории. То есть ни один проект комплексного развития не может обойтись без мастер-плана. Мастер-план — это такой документ, который включает в себя мероприятия, как будет выглядеть микрорайон, что там будет находиться, какие социальные объекты мы туда закладываем. Мероприятие, как я сказал, уже по благоустройству, соответственно, и в нем в рамках расписана этапность, как мы будем освобождать территорию и в дальнейшем ее застраивать. Поэтому в рамках микрорайона Спортивный мы в первую очередь начали с разработки мастер-плана, в дальнейшем мы утвердили распоряжение правительства и приступили к реализации. То есть основная, основной подход, который мы применили при реализации микрорайона Спортивный, это мастер-планирование. Поэтому все проекты комплексного развития, которые принимаются, будут приниматься, они все будут идти через мастер-планирование. Соответственно, мастер-план микрорайона Спортивный у нас включает строительство 46 многоквартирных домов на месте аварийных, 160 аварийных многоквартирных домов. Мы планируем строительство 2 детских садов, школы на 1100 мест, многофункционального спортивного зала и полное благоустройство территории. Все это должно быть реализовано к 1933 году. А какая будет транспортная доступность? Почему, насколько он большой, чем он отличается от других кварталов, например? Почему он считается самым масштабным? Самый масштабный, он связан с тем, что мы при реализации, то есть в городе Якутске есть территории, которые включают в себя аварийный жилищный фонд, устаревший, допустим, деревянный жилищный фонд, и это плотная застройка. То есть в советское время был построен тот так называемый 17-й квартал, который мы все знаем. Он включает в себя территорию 7 кварталов: 2А, 2Б, 2Г, 4А, 4Б, 4В и 17-го. То есть микрорайон Спортивный проект КРТ включает в себя территорию 7 кварталов. И правительство подошло к тому, чтобы сгруппировать этот проект в один проект крупный. И, как я сказал, 160 аварийных домов мы должны расстелить
при реализации данного проекта. А если вот в плане, вот вы сказали про план, что-то вот уникальное, вот примерно можно рассказать, где что находиться будет, например? И к какому вот году закончится вот строительство? Да, у нас проект комплексного развития микрорайона Спортивный, он рассчитан на 10 лет. Мы его стартовали в 2023 году, соответственно, 10-летний цикл – это 1933 год. К концу 1933 года мы планируем поэтапно, квартал за кварталом. В первую очередь мы занимаемся расселением граждан из аварийного жилищного фонда поквартально, поэтапно. Этот процесс будет у нас завершен до 30 года. В соответствии, как только мы освобождаем территорию, мы начинаем ее застройку. И в рамках разработанного проекта ведется строительство многоквартирных домов и социальных объектов. То есть после 30-го года уже планируется строительство? Нет, строительство уже сейчас ведется в настоящий момент. Параллельно? Да, мы начали с квартала 2Б. Акционерное общество РИА приступило уже к строительству многоквартирного дома. Вчера, кстати, его посещал объект Кирилл Евгеньевич Бычков, председатель правительства. Надеюсь, он остался доволен темпами нашего строительства. То есть первый камень в фундамент этого квартала уже заложен. Первый дом начался. Так, получается, как комплексное развитие помогает вообще ускорить расселение аварийного жилья, вот как вы сказали, по сравнению с классической схемой? Вот. В настоящий момент расселение граждан из аварийного жилищного фонда ведется за счет средств ППК «Фонд развития территорий» в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Текущий этап республиканской программы у нас завершается в конце 2025 года. То есть он был рассчитан с 19 по 25, и в этом году он завершается. Со следующего года у нас стартует новый этап 26-30. В него будут включены аварийные дома, признанные аварийными с периода 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Соответственно, расселение граждан в республике ведется в рамках этой адресной программы, и очередность, которая закладывается, она отталкивается от даты признания дома аварийным. Соответственно, в рамках проектов комплексного развития мы же тоже расселяем аварийный жилищный фонд, но аварийный жилищный фонд, который расселяется в рамках проектов комплексного развития, не подлежит этой этапности, признания аварийности. Мы отталкиваемся от планов застройщиков при реализации проектов. Соответственно, те дома, которые были, допустим, признаны чуть позже, они будут расселены чуть раньше, в зависимости от того, какие планы застройщик вкладывает в свой проект и по этапности его строительства. Конечно же, застройщик расселяет аварийный жилищный фонд в рамках привлеченных средств проектного финансирования, то есть за счет небюджетных средств, банковских средств, и рассчитывает на получение возмещения за счет конкретно средств Фонда развития территорий в опережающем порядке, вне зависимости от федерального финансирования. А какие примеры вот можете привести в городе, например? Примеры в городе Якутске. У нас сейчас, как я сказал, ведется расселение микрорайона Спортивный, квартала 2Б. Завершилось расселение первых 11 многоквартирных домов. Сейчас до конца квартала 2Б мы планируем еще расселить 17. Для этого средства уже привлечены за счет средств Банка Дом РФ. Если аналогичный проект привести, могу чуть поменьше проект привести, это КРТ квартала 53. Застройщик за свой счет расселил 4 аварийных дома и уже завершает там строительство первого дома с вводом в эксплуатацию, как я помню, в 2026 году, то есть в начале 2026 года. Вот вы сказали, сотрудничество с Банком РФ. Как выстраивается партнерство с банками? И застройщиками. Да. Банк Дом РФ, он крупнейший в стране банк по предоставлению проектного финансирования. Застройщики заключают договора проектного финансирования с банком, привлекают средства на строительство многоквартирных домов. В рамках комплексного развития механизм выстраивается чуть проще, потому что если мы отходим от точечной застройки, банки
Банкам проще увидеть всю картину в целом. Проект комплексного развития, как я сказал, мастер-план, включает в себя всю территорию, допустим, квартала. И можно выстраивать планы на десятилетия. Соответственно, что и банку удобно, и застройщикам, и государству, конечно же, в целом. Поэтому банк может, видя реализацию проектов комплексного развития на десятилетие, он уже знает, какие объемы средств он доведет до застройщика, и складывается такая прозрачная структура и плановость. А какие новые площадки вот в Якутске и районах республики, они, получается, вот находятся в проработке? Мы недавно, совершенно недавно, нас посещали представители Банка Дом РФ, приезжали к нам в командировку с рабочим визитом, и мы на платформе Министерства строительства обсуждали данные вопросы. Сейчас мы приняли решение по 2 проектам комплексного развития, правительством приняты решения, в том числе Старый город-2, Залог. То есть на территории, Банк Дом РФ очень заинтересован в данной территории. Эта территория будет историческо-культурная, его будет реконструкция территории Залога, которая находится за озером. Соответственно, мы будем... Есть объекты, которые признаны объекты культурного наследия, извините. Вот. Вот в регионе уже реализуется 16 проектов комплексного развития, да, территории. Вот какова общая цель к вводу жилья до 2030 года? До 2030 года мы должны ежегодно вводить 832 тысячи квадратных метров, соответственно, с намеченными планами. Если отходить от точечной застройки, то с учетом того, чтобы наращивать градостроительный потенциал, проекты комплексного развития конкретно позволяют нам вкладывать планы по строительству территорий. Какие барьеры вот сдерживают комплексное развитие территорий? Примеры можно привести. Да. Мы сейчас рассматриваем те территории, которые удаленно расположены от центра города Якутска. Мы выходим на периферию, соответственно, мы сталкиваемся с тем, что в первую очередь, конечно же, инженерная инфраструктура. На периферии города Якутска отсутствуют инженерные сети, такие как водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электрификация, которая может обеспечить закладываемые в проекты мощности. И, соответственно, мы должны привлекать средства федерального бюджета дополнительные для того, чтобы провести эти инженерные сети, потому что мы не можем закладывать такие крупные суммы на застройщиков. Поэтому в рамках инфраструктурного меню правительство Республики Саха-Якутия в настоящий момент ведет работу по привлечению данных средств. В том числе, как я сказал, микрорайон спортивный мы уже средства привлекли на развитие инфраструктуры. Поэтому первая проблема – это у нас отсутствие инфраструктуры инженерной, технической, для того, чтобы начинать застройку уже прямо сейчас, сети нужно подвести. Ну и, конечно же, можно сказать, что проблемой является чаще всего. Да, чаще всего это освобождение территории от аварийного жилищного фонда. То есть граждане должны быть в первую очередь расселены в новое комфортное жилье, такие как вот мы сейчас расселяем их в микрорайон Звездный, совершенно новый проект. Поэтому и это все очень длительный процесс. То есть мы сталкиваемся с длительным процессом обеспечения переселения граждан, соответственно, и подведения инфраструктуры. Спасибо, Юрий Николаевич, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.